Пару недель назад по инициативе руководителей проекта «Дека Саас» участники посетили выставку на Аллее Славы, посвященную трагическим событиям в годы депортации чеченского народа. Так, ребят, все это как бы все там написано, все это должно оставаться в наших сердцах. Память, день памяти дуара, депортация, хиллам, белнах, так, хартанлер, хархазни, хар маршу, як шайсино штадил, нах буйше церк, он хаусер духва цер, цер хулилен, цер лейн халунш, и бельш нах, и цер фамилиш вяш карла юаш. Вам это интересно? Пойдемте тогда посмотрим. Экскурсия началась со стенда, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мансур, последние секунды жизни. Именно вот в этот момент и произошло это несчастье. Вот посмотрите, ребята, красной строкой подведено самое главное и роковое. Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской АСР и об административном устройстве ее территории. Странное чувство испытываешь, рассматривая роковые документы, которые обрекли наш народ на 13 лет мучений, будто вся боль предков застыла в тебе. Трудно и невозможно сдержать слезы. Войдя в этот вагончик и увидев эти картину и всю обстановку, я не смогла сдержать слез. Я вспомнила все эти истории. То, что нам рассказывали в школьные годы, это даже близкому не идет. По словам представителей старшего поколения, условия, в которых перевозили чеченцев в то жуткое время, были намного ужаснее, чем картина, которую мы видим сейчас. По дороге могила, не могила, такого не было. Близко даже. Похоронили, поехали дальше. Именно такие эмоции и стоило ожидать от каждого, кто приходит на выставку. Ведь народ до сих пор хранит в своей памяти ту ужасную трагедию. И сегодня мы в этом еще раз убедились. Впечатления, конечно, большие. Ребята, даже вот Милана у нас даже расплакалась, были эмоции. После всего увиденного мы сейчас еще с большим рвением и энтузиазмом пойдем в филармонию и будем учить государственный гимн, потому что это есть как бы неотъемлемый атрибут, аспект государственности. В очередной раз по инициативе главы Чеченской Республики был затронут вопрос о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Рамзан Кадыров подчеркнул, что любой гражданин нашей республики просто обязан знать гимн своей страны и республики. Проект «Дека Саас» тоже не остался в стороне. Когда звучит гимн, я чувствую гордость за свою республику. Герб, гимн, флаг – это символы нашего государства. Я сегодня выучила этот гимн и с помощью наших педагогов, и очень рада. Мы собрали участников нашего проекта «Дека Саас». Дети с удовольствием разучивали гимн.
Честно, я вам признаю, что я до этого не знала этот гимн. Сегодня я выучила, я этому очень рада. Мы все должны быть патриотами нашей страны, и вот поэтому я с радостью выучила гимн нашей страны и своей республики. Веденский район расположен в горной части республики, пожалуй, один из самых красивых районов. Достопримечательностью является Козиной Ам, самое крупное и единственное озеро в горах, находящееся на высоте 1870 метров над уровнем моря. Население района составляет 40 092 человека. Именно эти 2 человека и есть герои нашей рубрики. Сацита Дадаханова – первая героиня. Мы ее знаем как участницу проекта Дека Саас. Но сегодня мы будем рассматривать не вокальные данные Сациты, а другие стороны. На самом деле мое участие в этом проекте не случайно. К этому я шла еще с детства, поставила перед собой цель выйти на большую сцену и внести свой вклад в развитие культуры нашей республики. Самым уважаемым членом семьи является дедушка. Семья для меня всегда на первом месте была и будет впредь. В семье нас 5, 3 девочек и 2 мальчика. Я сильнее всех люблю моего самого младшего братика Ахмедика, потому что он очень забавный, рассказывает мне всякие истории и очень любит слушать, когда я пою. Смотрим с ним вместе мультики. Есть у меня еще один друг в семье, которого зовут Шуди. Это мой кот, которого я очень люблю. В семье начинающей певицы все знали, что она любит петь, но новость о том, что Сацита хочет участвовать в музыкальном проекте Дека Саас, застала врасплох каждого члена семьи, в том числе и маму. Сацита у нас еще с детства любила петь. Вот когда она всегда смотрела телевизор, она всегда подпевала им сидя. Но я даже никогда не думала, что это так будет серьезно. Вот когда она заявила, что хочет принимать участие в кастинге проекта Дека Саас, я немножко была удивлена. Но в конечном итоге мы с ее отцом решили, что она должна пойти по жизненному пути, по которому она выбрала. А для нее пение было на первом месте. Как-то вечером я смотрела телевизор и увидела рекламу нового музыкального проекта Дека Саас. И твердо решила для себя пойти на кастинг и попытаться раскрыть свой певческий талант. Рассказала я сперва это маме. Поначалу она не согласилась, сказала, что папа не согласится. А потом я сказала ей, что я никогда не буду участвовать в таких проектах, если я не пройду этот проект. Мне повезло, меня отобрали из десятки других участников. И так я стала участницей проекта Дека Саас. Меня определили в группу Медни Асхабовой. Она очень хороший педагог, она с нами очень хорошо занимается, относится к нам как к своим родным. Особенно в проекте я сдружилась с моей подругой, с Иман. И другие участники тоже мне нравятся. На наших занятиях я не замечаю, как время летит, я просто не замечаю. Когда я пою, я просто живу этим пением. В школе у меня очень много друзей, которые радуются за мои успехи на проекте Дека Саас. У нас еще в школе есть очень хорошие учителя тоже. Сацита учится в 9 классе. Активистка не только в классе, но и во всей школе. Узнав о том, что она стала участницей проекта Дека Саас, перед учителями стал вопрос: неужели их любимица теперь посвятит всю себя музыке и забудет о учебе? Но Сацита недолго заставила учителей переживать. Уже на первых уроках после занятий на проекте она доказала всем, что сможет прекрасно совмещать учебу в школе с занятиями на проекте.
Мы даже ожидали, что Сацита чего-то добьется именно на музыкальном и на танцевальном поприще, потому что даже это было очень давно. Вот с помощью классного руководителя, Веденский конкурс был, их группа еще называлась «Непоседы». Даже тогда она была замечена вот какими-то вот музыкальными критиками, и действительно у нее был талант. Она отличалась и в учебе, и именно и по поведению, и по воспитанию. Можно сказать, девочка действительно ничуть не была хуже, если не в числе лучших даже она была. Но весь ее талант выявлен с помощью классного руководителя Зайпулаевой, Туиты Исмаиловны, которая всячески поощряла ее таланты и пыталась продвигать ее. Но мы очень горды за нее и рады, что вот она на этом конкурсе, и всячески желаем ей всяческих благ. И болеем за нее также. Сегодня нас ждут еще в одном доме в этом же районе. Это семья Сайдуевых. Здесь собрались самые близкие люди Руслана. Мы с Ацитой Дадахановой знаем друг друга с самого детства. Мы с одного района Веденского. Она тоже является участницей проекта «Дека Саназ». Она мне сказала, что проходит кастинг, отбор участников, и предложила пойти с ней. Вот так я пришел на этот проект. У Руслана большая семья, старшие братья и сестры уже имеют свои семьи. Руслан тоже женат, и, скорее всего, его прелестные девочки захотят пойти по стопам своего папы. Они уже сейчас подают большие надежды. Музыка и пение было моим хобби всегда. Я даже создал себе, скажем, мини-студию у себя дома. Фатима Сайдуева не просто сестра для Руслана, а еще и лучший друг. Она окружила его заботой и теплом. Даже окружающие замечают, что Руслан и по характеру схож с Фатимой. Дома ни для кого не было неожиданностью то, что я стал участником этого проекта. Все это ожидали. Они очень рады, что я прошел и болеют за меня. Руслан всегда любил петь. На всех наших семейных праздниках он радовал нас своим пением. Всегда добивался того, чего хотел. Может быть, в этом проекте он сможет отличиться. Как человек он очень спокойный, отзывчивый, добрый, никогда не будет перечить родителям, всегда найдет теплое слово. Я очень рада, что мой брат стал участником того серьезного проекта, искренне за него болею. В местном доме культуры часто бывают концерты. Вот и сегодня односельчане собрались здесь, а Руслан и Сацита стали почетными гостями на мероприятии. Сайдуя Руслан. С бурными аплодисментами.
находимся в Государственной филармонии. Сейчас мы идем смотреть, как репетируют наши молодые участники. Жизнь на проекте протекает очень быстро, и участники в волнительном ожидании предстоящего концерта вовсю проводят репетиции. Вот смотри, ты поешь, а Дмитрий Хамед, вот так, лежу так. Раз, звук чуя. Скоро я взлетаю и тебя теряю, от любви своей я улетаю. Сделаем хорошо, да? Чисто все. Ну, никакой энергетики не даете. Просто голые нотки спелые. Или шадик, ну, hadika, ну, стационно хочу. Ты в школе кому-то скажешь. Четко надо строить. Глядя на то, как девушки и парни исполняли разные композиции и слушали замечания педагогов, которые, между прочим, звучат почти всегда, мне и самой захотелось попробовать спеть вместе с одной из участниц. А вдруг это настолько просто, что любой желающий может стать артистом? Алис, журналист ты хороший, но поняла, что певица из тебя не. Да, это на самом деле не так легко, как кажется. Но ничего, зато все было в радость. Зарека единственная, которая с первого такта включилась. Она сразу с первого такта послала энергетику в зал. На верхние ноты немножко зажимаешь. Да? А так по звуку приличнуть. Легко, свободно, молодец. Следующий. Чистота пения нужна. Печку. Низах, на верхах, четко доставая нотки и правильно чувствуясь. Главный переходит. Вспоминаю все, что было, моя мечта, моя любовь. О Боже, как же ты красива. Ну вот, пришло время для репетиции четвертой группы. Сегодня девочки впервые репетируют без своего педагога. Медни Асхабова обязала девочек выявлять ошибки друг друга.
Первый раз вы пели хорошо. Когда вы начали петь вместе припев, вы не заметили зрителей, вы стали смотреть друг на друга. Иман, так-то все нормально, песня сама по себе очень хорошая и очень веселая, но ты ее спела немножко грустно. Веселье в твоем голосе не чувствовалось. Песня очень хорошая, ты ее спела нормально, но твои движения не совпадали с песней. Итак, девочки, у вас сегодня впервые было занятие без Медни Асхабовой. Что вы можете об этом сказать? Конечно, нам немного было страшно искать друг у друга ошибки без присутствия Медни, но думаю, на первый раз мы справились неплохо. В любом случае, это был интересный опыт. Сегодня мы не как всегда слушали друг друга, но еще пытались выявить ошибки. Мы думаем, что занятия такого рода мы будем проводить чаще, потому что, когда поешь, не замечаешь свои ошибки, а когда наблюдаешь со стороны, учишься новому. А теперь важная информация для тех, кто внимательно следит за всеми перипетиями проекта Дека Саас. Очередная программа выйдет в эфир не 29-го, а 30 мая. И это будет программа необычная во всех отношениях. Ведь молодые исполнители впервые выйдут на большую сцену и споют свои песни зрителям, которые, я надеюсь, до отказа заполнят этот замечательный зал. Конечно, ребята будут сильно волноваться, и звучные их голоса, возможно, немного задрожат, но у них обязательно все получится. И вы, дорогие телезрители, с удовольствием посмотрите большой концерт, который мы решили назвать Дека Саас «Первое знакомство». Так что до встречи 30 мая.